Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире АЛЛАТРА-24, программа «Социум». В республике идет процесс совершенствования кадровой службы в целом. Ранее президент поставил задачу обеспечить прозрачность конкурсов для привлечения на госслужбу именно профессионалов. Более подробно о реформе госслужбы нам расскажут статс-секретарь Государственной кадровой службы Бакытбек Сагынбаев и статс-секретарь Государственного агентства антимонопольного регулирования Айбек Мамыралиев. Сегодня одни гости нашей студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Большое спасибо, что вы нашли время, чтобы прийти к нам в студию, ответить на наши вопросы. Действительно, возникла такая проблема, когда стало не хватать именно профессиональных специалистов, есть текучка кадров. И в связи с этим президент лично обратил внимание на то, чтобы именно в государственных учреждениях работали профессионалы. Скажите, пожалуйста, какова ситуация сейчас? Удалось ли стабилизировать ее? Ну, данная проблема существовала, и с 2013 года нам разрабатывались новые нормативные акты. В 2016 году принят новый закон о государственной гражданской и муниципальной службе и ряд подзаконных актов, которые мы попытались оптимизировать, как поступление на госслужбу, прохождение госслужбы и другие вопросы, связанные с государственной и муниципальной службой. На сегодняшний день, если взять статистику, 17 103 государственных служащих в Кыргызстане и 9100 муниципальных должностей. То, что мы говорили до этого о дефиците государственных, тех, кто хочет поступить на госслужбы, она, как во всем мире, текучих кадров есть. На сегодняшний день это около 8%. Каждый год около 1000 человек, это 8% госслужащих, уходит с госслужбы по разным объективным и субъективным причинам. Кто на пенсии, кто-то на повышение, кто-то на другие сферы деятельности. И ежегодно около 1000 вакансий у нас образовывается, на которые проводятся соответствующие конкурсные процедуры. Скажите, пожалуйста, почему президент говорил о том, что необходимо усовершенствовать институт именно статс-секретарей? Ну, я считаю, что когда образовался данный институт, уже много лет назад. Да, в тот момент правовой статус статс-секретаря был очень на высоком уровне. После совершенства законодательства, но можно сказать, что статус статс-секретаря как-то он уменьшается. Роль его формирования кадрового потенциала и ведения работы государственных органов, он чуть-чуть стал уходить на второй, скажем, план. Это мое личное мнение. И вот с развитием разных отношений в госслужбе руководство страны посчитало, что надо развивать данный институт, потому что институт секретаря, он такой стабильный, и он в основном в первую очередь отвечает за кадровую политику. Как вы все мы знаем, что есть пословица, что кадры решают все. Поэтому статс-секретарь, у него статус должен быть такой, скажем, постоянный, чтобы он сформировал и образовал хороший потенциал кадров в данном органе. И он в этой работе не должен как-то зависеть от руководителя госоргана и так далее. Я думаю, в связи с тем, вот наш президент сказал в этом ключе, что статс-секретарь должны быть более независимы от руководителя, потому что есть разные мнения, что приходим нового руководителя, там меняется весь система кадровой политики данного ведомства. Я считаю так. Это человек, который удерживает всех профессионалов на местах и не дает возможность новому руководителю перевести, как у нас в обществе есть такое мнение, своих. Но в то же время возникла необходимость создания национального резерва кадров. Скажите, пожалуйста, завершился ли этап его подготовки? Да. Ну, перед этим хотел бы немножко дополнить информацию моего коллеги. Статс-секретари являются проводниками той политики, которая выработана в государственной политике, единой кадровой политике в госорганах. И она отвечает и за стабильность органа, за его бюджет, за структуру и вообще работоспособность этого органа. Поэтому они и должны быть, как сказал коллега, более независимы от политического руководства, которое сегодня приходит, завтра уходит. А статс-секретарь, он должен быть, как его название, постоянный руководитель в этом органе, который эту работу
продолжает А есть такие независимо. примеры, что в каких-то ведомствах статс-секретарь работает уже много лет и действительно ведет эту работу? Примеров у нас много. Есть статстари, которые около 10 лет работают на этой должности. Есть и молодые статстари. Вот мой коллега молодой статстарь, но у него опыт работы уже 5 лет в одном органе. Да, И солидно. еще хотел бы сказать, что статстари не должны быть отраслевиками в этом органе. Есть заместители министров, заместители руководителей, которые занимаются отраслевыми вопросами. А статс-секретарь должен быть топ-менеджером, который, как вы сказали, подметили, растит кадры, за качество кадров следит, растит кадры, за подбор кадров и за саму деятельность этого органа отвечает. Как по бюджету, так и по его структуре, по плану развития этого органа. Все это прописано в функциях статс-секретаря. Насчет нацрезерва. Почему мы решили реформировать действующий нацрезерв? Это тоже для того, чтобы привлечь на госслужбу наиболее подготовленных граждан Кыргызской республики. Изменился ли подход? Подход изменился кардинально. Если раньше у нас резерв поступали и на младшие должности, и на старшие, на главные, и на все должности, сейчас мы избирательно отбираем только на 2 группы должностей. Это на высшие должности, в том числе на должность статс-секретаря, и на главные должности государственной муниципальной службы. Хочу вам просто привести пример. В прошлом году, когда мы проводили конкурс, подали 800 человек в резерв. Из них после проведения конкурсных процедур прошли 34 всего лишь кандидата в резерв. Это Вот значит, такой был отбор. требования очень жесткие. Обязательные требования были к образованию, к стажу работы, знанию законодательства, а также знания, умения, навыки проверялись как практической работой, так и собеседованием такого, скажем, представительная комиссия отбирала. В конце. Но кадры должны обладать не только профессиональными знаниями, но еще уметь работать, уметь договариваться в коллективе. Скажите, пожалуйста, назовите те качества, которые сейчас предъявляются к современному госслужащему. Ну, я считаю, в первую очередь, госслужащий должен быть патриотом страны. В первую очередь. Во-вторых, он должен осуществлять свою работу ради государства и ради того ведомства, где он работает. Вот если эти сознания у госслужащего есть, то он может исполнить свои обязанности, как прямо предусмотрено законодательством. Если этих качеств не будет, то данный госслужащий он не будет выполнять свои функциональные обязанности, как написано в законодательстве. Скажите, пожалуйста, а как можно определить эффективность работы государственного служащего? Ведь очень часто он сидит просто за компьютером, у него бумажные дела, а вот измерение эффективности его работы – это как? Но это зависит от конкретного ведомства. Если я в примере сказать, то в нашем ведомстве у нас вот есть оценка деятельности госслужащего, которая утверждена постановлением правительства. Там есть определенные требования и так далее. Но кроме этого у нас еще есть ведомственные требования, помощью которой мы определяем, как работает данный сотрудник. Скажите, пожалуйста, что дальше? Над чем будете работать? Ну вот мы перед собой поставили задачу оптимизации нацрезерва. Там есть много вопросов, как и обучение их в этом резерве, так и дальнейшее их трудоустройство через резерв на высшие должности. И на политической должности мы тоже предлагаем аппарату президента, аппарату правительства рассмотреть резервистов для назначения на политические должности. Второе направление – это, наверное, улучшение качества обучения и подготовки, переподготовки действующих госслужащих. До сегодняшнего дня мы через госзаказ ежегодно обучаем около 3000 госслужащих, повышаем квалификацию. С этого года Академия госуправления при президенте перешло в ведение государственной кадровой службы. Теперь стоит задача настроить работу Академии госуправления так, чтобы обучение муниципальных служащих было действенным, чтобы они обучались тому, чему необходимо применять в своей работе. Также и высший эшелон обучать. Третье направление – это мировой тренд, это автоматизация всех процедур. У нас уже введены автоматизированная система управления человеческими ресурсами. Пилотно мы в прошлом году провели, в этом году уже, наверное, в будущем году все госорганы перейдут в автоматизированную систему управления человеческими ресурсами.
и онлайн-обучение и так далее, такие вот новые механизмы будут внедряться. Спасибо вам большое. Желаю вам стабильности в вашей работе и успехов по подборе и реформированию кадровой службы. Уважаемые телезрители, напоминаю, что мы беседовали со статс-секретарем Госкадровой службы Бакытбеком Сагынбаевым и статс-секретарем Госагентства антимонопольного регулирования Айбеком Мамыралиевым. Оставайтесь на Алтау 24. Всего доброго.